Независимость белорусам свалилась на голову и досталась чуть ли не чудом. Но у этого чуда есть имя. Летом 1988 года в нишевой газете «Литература и мастатство» вышла статья «Куропаты. Дорога смерти». Один из ее авторов, Зенон Позняк, был известен лишь в узких кругах интеллигенции Минска, и то в разных образах: талантливого фотографа, искусствоведа, археолога. Место закрывалось на браму. И сюда привозили людей черными воронами. Еще в 70-е Позняк собрал свидетельства массовых расстрелов под Минском. Они и легли в основу текста, подготовленным также инженером Евгением Шмагалевым с предисловием от Василия Быкова. Потом, уже коли починала вечерец, отсюда чулись стрелы. Факты убийств органами НКВД взорвали белорусское общество. Осенью того же года Позняк возглавил многотысячное шествие памяти жертв сталинизма. Это была первая массовая акция в СССР, против которой милиция применила дубинки и слезоточивый газ. Через 2 года Зенон Позняк и еще 3 десятка его соратников по национальному движению «Белорусский народный фронт» изберутся в Верховный Совет. Подавляющее большинство в нем составляли партийные или комсомольские работники. Позняк выделялся принципиальностью в национальных вопросах, но и умел быть гибким в переговорах с номенклатурой. Именно под давлением группы Позняка летом 1991 года Верховный Совет придал статус закона для декларации о суверенитете Беларуси. Юридически страна объявила независимость. Это видео, как в окружении дружинников БНФ с оплеванной спиной покидает Верховный Совет руководство Компартии. Первая ночь на площади независимости Беларуси 25 августа 1991 прошла под национальные песни и выступления Зенона. За следующий месяц будет разработано более 30 законов о гражданстве, армии и границах страны. Казалось бы, время благоволит реализации самых смелых идей еще вчера диссидентов, которые только мечтать могли о своем государстве. Но открыв белорусам их трагическое прошлое, в 90-х Зенон Позняк так и не смог воодушевить народ на будущее. Многих оно скорее пугало в прогнозах политика. Можно чакать натиск на Украину. Не непосредственно с России, а уже с Беларуси. И Беларусь ператворится изноў у ядерный плацдарм новой Российской империи. И увесь удар, уся сила тады будет накирована на Украину. Потому что покуль існуе вольная Украина, Советский Союз не отбудется. Это сегодня эти темы в трендах новостей. Большая часть белорусов в середине 90-х все еще жила ностальгией об СССР и тесными связями с восточным соседом. На первых президентских выборах в 94-м Зенон Позняк был, пожалуй, самым стильным кандидатом, но набрал менее 13% голосов и проиграл Александру Лукашенко уже в первом туре. Неужели у Позняка не было шансов на другую Беларусь? Весной 92 года в руках политика оказались ключи от совсем иного будущего. На волне первых успехов Зенон Позняк инициировал референдум о распуске парламента. По задумке БНФ, Сойм, парламент во времена Великого княжества Литовского, должен был стать центральным органом власти и двигателем реформ в стране. Президентской должности не предполагалось. Понимая, что депутаты сами себя не распустят, инициативная группа Позняка собрала в поддержку референдума более 440 тысяч подписей. Столько же подписей за свое выдвижение собрал Виктор Бабарико в 2020-м, только в 90-х не было интернета. Центр избирком подтвердил законность референдума, а Верховный Совет, согласно закону, должен был лишь утвердить дату голосования. Однако против новых выборов выступил председатель парламента Станислав Шушкевич, и депутаты, мобилизованные угрозой распуска, сначала спустили на тормозах рассмотрение вопроса, а потом и вовсе выдали постановление, якобы Центр избирком неправильно зарегистрировал документы. Позняк рассматривал вариант давления на парламент улицей, создания параллельных органов власти, но отказался от эскалации конфликта. Наверняка тот урок усвоил Александр Лукашенко, который в 95-м с идеей референдума пойдет напролом законов и силовым вмешательством вынудит депутатов утвердить необходимый для его авторитарной власти плебисцит. Далее страну ожидали десятилетия правления сильной руки, ползучая русификация и конфликты с соседями. Все, как предрекал Зенон. Неудивительно, что, несмотря на эмиграцию и забвение в конце 90-х и нулевых годах, личность Позняка вновь притягивает внимание медиа, а его оценки белорусами воспринимаются уже по-другому.